Ели мухоморы в лесу. С ветерком прокатились, конечно. Свободно гуляют коровы. Это местный осел. Приехали мы в наш отель. Ставить свой тазик, взять в аренду вот эту доску. И в конце находится хижина, окруженная великолепными Альпами. Всем привет! Мы сейчас проводим свой короткий отпуск на севере Словении. Решили приехать, остановиться в маленькой деревушке под названием Луче. И из этой локации поедем, посетим знаменитый кемпинг Минина. И обязательно посетим Логарскую долину. Свой короткий отпуск мы решили провести на севере Словении и остановились в небольшой деревушке Луче. Она утопает в зелени, ухоженная и уютная, с неторопливым ритмом жизни. Здесь живет меньше 400 человек, и большинство местных занято фермерством и туризмом. Деревня расположена в окружении гор, поэтому даже в разгар лета здесь редко бывает жара. Особенно приятно освежает живописная река Савинья с прозрачной ледяной водой, которая протекает прямо через деревню. Смотрите, в деревне Луче есть музей. Это вот такие вот деревянные маленькие домики. В одном домике, например, работал кузнец, в другом домике обувщик. Особой достопримечательностью деревни является музей под открытым небом – деревня старых профессий. Он погружает в атмосферу XIX века и рассказывает о ремеслах и навыках, которые помогали местным жителям зарабатывать на жизнь. В коллекции раньше было 10 деревянных домов, обставленных старинными предметами и инструментами. Каждый дом представлял определенное ремесло – плотницкое, сапожное, портняжное или кузнечное. Здесь были старая мельница, аптека, фермерский дом и деревенский трактир. К сожалению, разрушительное наводнение нанесло серьезный ущерб, и большая часть ремесленного музея была безвозвратно утрачена. Встретили автомобиль после серьезной аварии. Весь помялся, и даже крыша помялась. Ничего себе, написано VIP. Да, с ветерком они прокатились, конечно. Мы остановились в апартаментах в русском стиле. Деревянная отделка и аромат древесины сразу создают ощущение тепла и уюта. За 4 ночи мы заплатили 460 евро. Хозяева апартаментов – местная семья, живущая в Луче на протяжении многих поколений. У них в собственности есть также огромный старинный дом, доставшийся им от предков в полуразрушенном виде. Они его восстановили и превратили в гостевой дом-музей. На первом этаже столовую украшают семейные реликвии, фотографии, старинные предметы быта и элементы интерьера. Рядом со столовой находится маленькая спальня, обставленная мебелью предков, а на стенах – иконы. Глядя на все это, невольно вспоминаю дом своей бабушки и ощущаю, сколько общего у наших славянских народов. Сегодня мы приехали в кемпинг Минина. Уютный семейный кемпинг на берегу реки Савинья, в сердце живописной долины, среди гор и лесов. В этом году река почти пересохла, и появилась редкая возможность прогуляться прямо по ее дну. А для купания и водных развлечений идеально подходит озеро на территории кемпинга. Вода не самая прозрачная, но это не мешает отдыхающим наслаждаться летом. Понимаю, почему такая вода. Обычно в Словении везде прозрачная вода, но именно в этом кемпинге она мутная. Вода теплая, очень теплая. В этом кемпинге один единственный ресторан. А вот здесь они готовят. Можно немножко заглянуть в кухню. Наш обед в кемпинге Минина. Грибной суп, шницель, пицца маргарита, гуляш и шопский салат. Смотрите, здесь в кемпинге есть специальное место, куда можно поставить свой тазик, взять в аренду вот эту доску, вспомнить прошлое и постирать. Но для клиентов побогаче, кто располагает деньгами, здесь оборудованы более комфортные условия. Кидаешь сюда монетку, выбираешь объем и стираешь. Это местный осел.
местный кемпингский осел. Хлеба и зрелищ он хочет. Очень удобно, что здесь очень много туалетов. Кстати, очень чисто, хочу заметить. Посмотрите, маленькая такая уютная, тихая речушка, и по обеим сторонам размещаются гости кемпинга в палатках и шатрах. Интересно, что в Европе люди не боятся останавливаться в кемпингах и ночевать с абсолютно незнакомыми разными людьми. Мне кажется, что это небезопасно. Любителям активного отдыха здесь понравится веревочный парк разных уровней сложности. Для детей можно арендовать педальные машинки, на которых интересно и безопасно прокатиться по кемпингу. Сюда приезжают семьи со всей Европы. Особенно много гостей из Нидерландов. Русскоговорящих туристов мы так и не встретили. Большинство останавливается в палатках и автодомах. А на территории есть душевые, туалеты и даже прачечные. Если вам нравится отдых на природе, но с комфортом, кемпинг Менина точно стоит вашего внимания. Смотрите, как важно выбирать землю для строительства дома и профессиональную компанию, чтобы не случалось вот таких вот казусов. Робанов Кот – невероятно красивая альпийская долина на севере Словении, известная далеко не всем. Паркуемся на Робанов Кот Трейл. С этой точки начинается тропа, по которой можно пройти только пешком. Наш путь лежит к ферме Франьо Робан. До нее ровно час неспешного хода. Дорога ведет между зеленых лугов, тенистого леса и вдоль русла реки Белла. В этом году она почти пересохла, но на одном участке сохранился небольшой водопад. В этом году река Белла абсолютно пересохла. Сейчас я иду практически по дну реки. Зато есть возможность поймать красивый ракурс прямо напротив гор. На середине пути встречаем лошадей, живущих на ферме, свободно гуляющих среди лугов и совсем не боящихся туристов. Рядом с конной фермой бьет холодный альпийский источник. Здесь можно попить кристально чистой ледяной воды, присесть на скамейку в тени и насладиться видами. Решил водички попить. Чистой ключевой воды. Правда, мухи их атакуют. Вот и подружка пришла. Тоже хочет водички попить. Пони очень заинтересовался вещами туристов. Что это вы здесь разложили? Палку взял. No, guarda che si adira. No, lascialo stare. Gliel'hai lasciati. Здесь нас предупреждают, что в этих местах свободно гуляют коровы. И псов нужно держать обязательно на веревке. Дорога достаточно легкая. Сюда даже идут с маленькими детьми. Дети такие наученные, любят ходить пешком. Посмотрите, нас предупреждают, чтобы мы не ели мухоморы в лесу. Загородили от коров, приходится перелезать через забор. Кстати, не только от коров, но и от машин. Послушайте, как приятно звенит колокольчиком альпийская корова. Слышите? Последний участок тропы открывает панораму Робановой планшарии, горной долины с видами на альпийские вершины. Шли до конца Робановой планины, и в конце находится фермерская хижина, окруженная великолепными Альпами. Вот такая хижина. Здесь можно отдохнуть и заказать фермерские продукты. Здесь вот такие вот красивые магнитики продаются по 4 евро. Всякие сувениры. Открывашка за 2,50. Карандаш, правда, кому он нужен. Самое интересное, что здесь продают мед домашний. 14 евро. Заказали себе фермерскую нарезку, домашние соки, местный хлеб. И за все это фермерское великолепие мы заплатили 21,5 евро.
Сегодня мы отправляемся в Логарскую долину, одно из самых живописных мест Словении. По дороге нас ждет еще одна достопримечательность региона – скальный выступ Игла, находящийся под охраной как памятник природы с 1948 года. Это 40-метровый каменный обелиск, отделенный от основной скалы 2-метровой трещиной, напоминающей игольное ушко. Рядом одноименное кафе «Игла» и река Савинья, которая в этом месте превратилась практически в ручей. Сверху развивается славянский флаг. И вот здесь вот такое симпатичное придорожное кафе. Здесь такие удобные кресла. Можно посидеть в тени деревьев, полюбоваться горной рекой. Но обратите внимание, в этом году практически все реки в Словении пересохли. Вы только посмотрите, какая прозрачная вода. Но она настолько ледяная, что у вас сразу сведет ноги. Осмотрев Иглу, продолжаем путь в Логарскую долину. Девушки на входе собирают деньги за проезд. Проезд в Логарскую долину на легковом автомобиле стоит 10 евро. Она тянется почти на 7 километров и со всех сторон окружена вершинами Камнишко-Савинских Альп. Здесь царят тишина и умиротворение. Идеальное место, чтобы отдохнуть от городской суеты. Пейзажи словно сошли с альпийских открыток. Зеленые луга, остроконечные каменные пики и уютные пасторальные домики. Автомобиль мы оставили возле горной хижины «Логарский угол», по-словенски «Логарский кот», и отправились пешком к главной достопримечательности долины – водопаду Ринка. Информационный стенд. Очень удобно. Вот здесь вот мы и отправимся к водопаду Ринка. Путь от хижины занимает всего полчаса. Сложно поверить, что эта каменная пустыня в сезон дождей превратится в реку. Последний участок маршрута – крутой подъем, пройти который можно за 10 минут. Перед подъемом уютное кафе, где можно перевести дыхание и купить сувениры. За моей спиной водопад Ринка. Высота этого водопада 92 метра. Несмотря на то, что в этом году поток воды в водопаде не слишком сильный, туристов у Ринки оказалось очень много. И сделать фото без лишних людей почти невозможно. Зато здесь есть необычное кафе «Орлиное гнездо», буквально прилипшее к скале. С его террасы открывается завораживающий вид прямо на водопад. Насладившись видами, мы отправляемся в обратный путь. Перед отъездом мы решили пообедать в хижине «Логарский угол». Местная альпийская кухня вкусная и сытная. Несмотря на то, что в долине цены в ресторанах обычно высокие, здесь, в этой горной хижине, они вполне умеренные, а порции большие. Кстати, в этой хижине можно остаться на ночлег. Условия скромные, но виды на миллион. Называется вот это блюдо телячья обара. Такие клёцки, мясо и овощи. Свиные ребрышки с салатом. Выглядит очень аппетитно. И домашний лимонад. Наш отпуск на севере Словении завершен, но впереди нас ждет еще много интересных дорог и открытий. Поддержите это видео лайком и подпишитесь на канал. Вместе мы отправимся в новые путешествия.